Вопросы, конечно, некоторые были неожиданные, но появились какие-то поводы для размышлений. Может, это спрыгнуть с парашютом. Было весело, немножко стыдно, не знаю. Ну вот. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Бро, смешно. Всем привет, меня зовут Арина, мне 16 лет, а это мой папа. Всем привет, меня зовут Игорь, 48 лет. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Ну что ж, поехали. УЕФА. Я первая. Что ты почувствовал, когда узнал, что у мамы новый муж? Но на самом деле я ничего такого особого не почувствовал, потому что мы уже довольно-таки долгое время жили отдельно, и то, что она свою жизнь устроила, это хорошо. Единственное, были сомнения по поводу того, как он будет относиться к моей дочери. Я на все отвечу. Как ты думаешь, отразилось на твою жизнь тогда наш развод? Честно, я думаю, да, потому что, честно, было очень сложно. Ты думаешь, почему все так произошло, и почему именно с тобой? Не знаю, мне кажется, у детей в том возрасте есть такое мнение, что весь мир крутится вокруг тебя, и если в своем мире что-то происходит не так, как ты хочешь, то виноват во всем ты. То, что вы развелись, я стала чаще стала осознавать все быстрее, чем мои сверстники, и, наверное, развивалась быстрее, чем они. Думаю, ваш развод мне как-то помог в жизни. Может быть, но я не уверена. А ревнуешь ли ты меня к моим парням? Кому? К моим парням, которых нет. Честно говоря, я и не видел парней. Но это же вполне нормально, вы же общаетесь, я думаю. Это жизнь, просто надо иметь здравомыслие, я так понимаю. Было ли тебе когда-нибудь стыдно за меня? За тебя мне никогда не было стыдно. Я могла говорить, вот мы с папой ходили туда, мы ели что-то там, потом мы еще сходили в кино. Мой папа, несмотря на то, что мама с папой развелись, мой папа уделял мне очень много времени, даже по сей день. Мы ходили чуть ли не несколько раз в неделю, ходили покушать. Мы ходили на все новинки в кино, прям на каждую, прям просто обязательно. У нас даже есть скидка в синема-центре. Почему ты все еще не нашел себе женщину? Я задавал себе этот вопрос, но как-то я понял, что причина развода, конечно, кроется и во мне тоже, да. Во мне такое существует, что если я найду себе другую женщину, и жизнь, в общем-то, никак не изменится, это будет очередной развод и очередные проблемы. И поэтому я думаю, возможно, я пока не встретил. Или, возможно, я пока не готов, не знаю. То самое страшное ты помнишь из детства во время моего пьянства? Я помню, это была ночь. Я помню, как мама тебя дубасила. Я проснулась от криков, и мама такая... Я думала, она тебя прибьет. Следующий вопрос. А есть ли секс в твоем возрасте? Вопрос не понял. Есть ли секс в твоем возрасте? Довольно-таки сложно бывает найти партнера без обязательств, да? Поэтому бывает, но не так, потому что даже все равно отношения. Хочется быть максимально честным, то отношения случаются довольно-таки редко. Кого ты любишь больше, меня или маму? Мам, ты знаешь, я люблю, конечно, всех, но папу я люблю больше. Спасибо. Как ты отреагируешь, если узнаешь, что у меня уже был секс? Сейчас такое время, мне кажется, что молодые люди очень рано занимаются сексом, поэтому как я должен отреагировать? Там, волосы на голове рвать. В современном обществе, мне кажется, слишком много секса, слишком много всего того, чего не стоило бы делать. Я поддерживаю твою точку зрения, потому что сейчас люди думают не тем местом, которым стоит думать. Нравится ли тебе нынешний муж мамы? Честно, мне все равно. Это ее жизнь, пусть она делает все, что хочет. Главное, чтобы не лезла в мою жизнь, да. Но вы с ним общаетесь? Общаюсь, деньги у него беру. Если я сейчас выйду замуж, что ты сделаешь? Но я надеюсь на то, что ты, наверное, меня предупредишь об этом, и мы с тобой поговорим на эту тему. Я, конечно, не могу повлиять на твое решение, но как-то обсудим, наверное. Конечно, бы не хотелось, чтобы выходила замуж так рано, но если такое решение будет, я думаю, постараюсь принять его, возможно. Спасибо, пап, не волнуйся, я не буду обременять себя узами брака. Если вдруг я пойму, что мне стали нравиться мужчины,
Как ты отнесешься к этому? Я тебя поддержу. Во-первых, если тебе будут нравиться мужчины, как бы ты уже таким родился, и ты с этим уже ничего не сделаешь. И я буду тебя поддерживать. Дальше познакомлюсь с твоим, с кем-нибудь там. Это твой выбор, это твоя жизнь. Я никак не могу на тебя повлиять, как бы. Если это будет твой выбор, осознанный, взвешенный, то я тебя поддержу. Если ты узнаешь, что я лесбиянка, ты расстроишься? Какой-то вопрос, блин. Ну, это твоя жизнь, твой выбор, но как-то это не хотелось бы. Против однополых отношений. Я не против, я за... Ну, нет, не, я вообще не против. Мне вообще без разницы, кто кого там это вообще дело каждого. Я поддерживаю ЛГБТ-сообщество. Нравится ли тебе пить алкоголь? Так, честно, мне не нравится пить алкоголь. Он неприятный на вкус. И в горле жжет, неприятно. Я лучше колы выпью. Не вижу смысла тратить деньги на то, что я могу потратить на еду. Надо расставлять приоритеты. Как ты отнесешься, если узнаешь, что я беременна? Ты можешь... Вопрос, конечно, интересный, но учитывая расположенность вообще вот в родове, да, такие вот ранние браки, то я, в общем-то, могу сказать, что не особо не хотелось бы, чтобы ранний брак. Но как моя задача будет, наверное, только принять это, ну, конечно, бы не хотелось. Задавай вопрос. Тебя бросали парни? И почему? Может, хватит спрашивать вопросы про мою личную жизнь, которой как бы и нет? Ну, не, я серьезно. У меня нет личной жизни. И меня никто не бросал, потому что... У тебя жизнь есть просто. У меня жизнь есть, но отношений у меня не было. Некого мне бросать или чтобы меня бросали. Куда тебе торопиться? Вся жизнь впереди. Ты любил кого-нибудь больше, чем маму? В разные периоды жизни у меня случалась любовь. Я не могу сказать однозначно, что кого-то я любил больше, кого-то меньше. Потому что на тот момент я просто любил. Мне кажется, каждого человека любишь индивидуально, поэтому трудно сказать, кого ты любишь больше, там, любишь ты больше дочь, или там, любишь больше ты маму, там, или кого-то там еще, потому что, ну, любишь всех по-разному. Ты хочешь попробовать наркотики? У меня нет желания пробовать наркотики, потому что я понимаю, что это зависимость, и как бы у меня нет желания быть от чего-то зависимой, потому что я сильная и независимая. Назови 3 ошибки в твоей жизни, о которых ты сожалеешь. Ну, первое, что я не завершил свое образование, я не получил высшего образования, хотя много лет учился. Возможно, мне надо было пересмотреть свое отношение к семейной жизни, тогда еще задуматься об этом. Тогда жил только своей жизнью, меня как-то интересовал только я сам себя. И поэтому, если бы я, может быть, подумал, не было бы ни развода, там, возможно, жизнь была бы другая. Третье. Ну, мне трудно на третий вопрос ответить, я пока не могу вспомнить. Очень даже хорошо. Ты можешь вообще не отвечать. Думала ли ты о суициде? Да, я думала о суициде, потому что, как я уже говорила, дети думают, что это их мир и что все крутится вокруг них. И я думала, что во всем виновата я. И я думала, типа, ну, если меня не будет, жизнь будет лучше. Но я так теперь не думаю. Суицид — это плохо, не надо убивать себя. Лучше начать решать свои проблемы и не убегать от них. Определенно не убегать. По поводу суицидальных мыслей, это для меня, конечно, новость, но учитывая, в каком мы обществе живем, там вот этот синий кит этот был, да, дети поканчивали жизнь самоубийством. Это такой пресс идет на детей. Я думаю, что это, наверное, сказывается, наверное. Ну и поэтому стараюсь больше времени уделять, чтобы не возникало таких мыслей. Назови 3 вещи, которые не нравятся тебе во мне. Что ты там говорил? Я же говорила, да? Вот это тебе не нравится, да? Как это я могу сказать, что это не нравится в тебе? Потому что во мне самом это присутствует. Это лень, недисциплинированность и постоянная привычка опаздывать. Да, не нравится, потому что во мне самом это тоже. Если ты не сдашь ЕГЭ, что будешь делать дальше? Ну, ЕГЭ я не собираюсь сдавать. Но если бы я завалила ЕГЭ, я бы попыталась его пересдать, потом еще раз пересдать. Я бы его в итоге сдала. Честно, ЕГЭ пугает. Я считаю, что родители не должны ругать своего ребенка за это. Ну, в этом нет его... Как бы, да, он виноват в какой-то степени, что он просто недостаточно знаний. Но все-таки я считаю, что он не виноват, потому что ЕГЭ, 18 лет, ты же сам, по сути, еще ребенок. И когда на тебя давят в школе, на тебя давят родители, и у тебя еще внутренние переживания, это все очень вообще страшно. От этого зависит твоя будущая жизнь. Это все очень давит. Я считаю, что родители, наоборот, должны поддержать ребенка. Почему вы развелись с мамой? Во-первых, это
присутствовала нечестность постоянно с моей стороны. Ну, там много чего было, и, в общем-то, перестали разговаривать, общаться друг с другом. Каждый был заморочен сам на себе. Сложность в том, что перестали слушать друг друга. Я не буду говорить, что там я виноват там во всем. Я думаю, что когда люди разводятся, в любом случае оба виноваты. У нее была надежда на то, что я поменяю свою жизнь, но этого не происходило. Я продолжал жить так, как я хотел. Терпение закончил, наверное, так. Вы сейчас сожалеете, допустим? Сейчас мне об этом сложно говорить, потому что если бы что-то не случилось, тогда не случилось бы чего-то нового. Возможно, если бы тогда не было бы развода, ну, что-то другое было бы, не знаю, не могу ответить. Ты не можешь ответить, получается. Да, возможно, я сожалею, возможно. Ну ладно. Какие 3 вещи ты бы во мне изменила? Ой, походу минус 250 рублей. Так, ну первое. Ты бы перестал кушать пряники, булочки. Сел бы на диету. Ну, не на диету, а просто перестал. Хотя если не будешь кушать, ты со мной ходить никуда кушать не будешь. Ты делаешь необдуманные покупки. Покупаешь, потом думаешь, потом анализируешь, а потом такой, да мне не было нужно, оказывается. Мне иногда кажется, что ты уделяешь больше времени Даше, чем мне. И Даша — это моя сестра. Я ревную к Даше, потому что это мой папа. Или к детям? И к детям тоже, потому что мое. Вот такой я вот собственник. У тебя была белая горячка? Что это такое? Белая горячка – это болезнь, связанная с употреблением алкоголя. Но, если честно, то была. Очень такое состояние психически опасное, которое может привести к психоневрологическому заболеванию. Но, слава богу, были врачи, которые оказали мне помощь. Большая им благодарность. Это состояние человека не может управлять самим собой, своим состоянием. Возникают звуковые, зрительные галлюцинации. И невозможно отличить, где реальность, где нереальность. Ты живешь в таком иллюзорном мире, где очень страшно. И на фоне этого происходят всякие несчастья. Теперь я это понимаю, почему люди заканчивают жизнь суицидом, почему люди могут убить другого человека. Когда человек много пьет, но это не значит, что он, допустим, попил один раз, но довольно-таки продолжительное время. Когда человек останавливается, решает бросить пить, или у него просто убрали такую возможность, у него наступает там ремиссия, там дня 3, тогда возникает вот это вот психическое состояние. Человек, который пережил там не одну горячку, это уже пациент диспансера психоневрологического. То есть это заболевание. Расскажи самый грустный и самый веселый момент из твоей жизни. У меня было много грусти, много радости. И самый грустный момент в моей жизни — это когда я потеряла дорогого для себя человека. Это было очень больно, грустно. Самый радостный момент в жизни — это... Ну, честно, я была рада, счастлива в детстве. Я прям помню, типа вот жизнь до 5 лет, жизнь была счастливая. А потом ты такой, типа, берешь такой, об реальность ударяешь такой, ну ладно. Я когда маленькая была, мы часто ездили в Москву. Мы поехали с мамой, с папой. Я гуляла с папой и с мамой. Вообще было весело проводить время вчетвером. Мама, я, папа, Даша. Это было счастливое время. А грустный момент я могу еще назвать, когда улетел мой шарик Немо, и ты сказал, что ты мне купишь новый. Я не помню, чтобы ты мне купил новый. Придется купить. Что самое тяжелое в алкоголизме? Признать, что ты алкоголик, признать, что твоя жизнь неуправляема, признать, что тебе нужна помощь. Ты не можешь справиться с этой проблемой в одиночку. Научиться просить помощи. Самое сложное – это научиться жить трезвой жизнью. Потому что из-за того, что испытываешь постоянный вот этот дискомфорт, зациклен сам на себе, да, научиться принимать все так, как есть, начать думать не только о себе, начать думать о других. Я попросил помощи, нашел помощь, другие люди мне помогли. Сейчас я являюсь представителем Байкальского центра поддержки трезвости, который оказывает помощь зависимым людям. Моя сегодня цель и задача – это помогать другим людям. Если бы у тебя была возможность выбрать папу любого человека, ты бы все равно выбрала меня. Конечно бы я выбрала тебя. Не знаю, мне кажется, мой папа самый лучший. Я бы выбрала тебя, пап. Надо будет потом сходить куда-нибудь покушать. У тебя еще есть желание прыгнуть с парашютом? Да. Когда-то у моей сестры была возможность прыгнуть с парашюта. Мне, наверное, было лет тогда 9, и я очень сильно хотела. Но мне не разрешили, мне сказали, вот тебе будет
14 лет, тогда, может быть, поговорим. Я до сих пор маме говорю: мам, когда ты мне купишь абонемент? Я хочу спрыгнуть. Нет, я не против, я просто думаю, что у меня была такая мысль вместе с ней спрыгнуть, да, если что там это, ну вот, как бы настраиваюсь. Пап, как ты относишься к тому, что я смотрю аниме? Я хорошо к этому отношусь, потому что появилось увлечение, там, ты стал рисовать, человек должен быть заинтересован. На самом деле, вот эти анимационные фильмы, они как бы интересные. Мне тоже интересно посмотреть. Хотелось бы, чтобы ты стала человеком, настоящим человеком, здравомысленным, душевным. Это не значит, что ты там добилась бы какого-то карьерного роста, но чтобы ты жила не только для себя, но и жила для других, чтобы жизнь твоя была наполнена радостью, жизнь бы тебе доставляла комфорт и удовольствие от того, что ты делаешь. Ну, конечно, чтобы семья была, чтобы ты нашла хорошего человека. Как-то вот так вот примерно. Обнимашки.